Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елены Зинатуллиной. Вот о чем сегодня в выпуске. Тело федерального судьи обнаружили на козырьке его подъезда. Прекрасный, нормальный человек. Семья замечательная. Для меня это ошарашило просто. Что говорят очевидцы, соседи и какие вероятные причины гибели Артема Бартенева, расскажет Вероника Гайнутдинова. Сегодня в Казани стартовал международный форум министров образования. Вот этот опыт, в том числе Республики Татарстан, очень интересен другим странам. Какие вызовы сегодня стоят перед сферой образования и какие татарстанские практики готовы перенять по всему миру, расскажет Рамиль Галиулян. В Казани частично закрывают мост «Миллениум». За 16 лет эксплуатации моста, он построен в 2007 году, не было ни одного капитального ремонта. За какой срок завершат ремонтные работы и как будет организовано движение, расскажет Иван Сарафанов. Сегодня Казань потрясла новость о гибели федерального судьи. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти Артема Бартенева, судьи Кировского районного суда. Его тело обнаружили утром на козырьке подъезда дома Неймашева, где он жил. Предварительно судья упал с балкона 12-го этажа. В судебной системе Артем Бартенев недавно. Он был назначен служителем Фемиды в июле прошлого года указом президента России Владимира Путина. До этого возглавлял отдел в аппарате уполномоченного по правам человека в Татарстане. Что говорят соседи и какие возможные причины гибели? В репортаже Вероники Гайнутдиновой. С раннего утра на проспекте Имашева, 51, в доме, где жил Артем Бартенев, работали правоохранительные органы, следком МВД. Вход в подъезд оцеплен. Рядом ошеломленные произошедшим соседи. Прекрасный, нормальный человек. Семья замечательная. Для меня это ошарашило просто. Хорошая семья, дети у них есть. 2 дочери, да, говорят? 2 дочери, да. На одной лестничной площадке с Бартеневыми живут родственники. Говорят, семейных проблем у них не было. Все было хорошо. То есть идеальный был союз. Никаких проблем не было вообще в семье. Никогда не наблюдалось. То есть никаких скандалов. А на работе каким он был? Что говорили вот о нем люди? Всегда ответственный. Исполнительный, ответственный. Это мой супруг. Нет, все, мы сказали однозначно, все. Да. Артему Бартеневу было 42 года. Женат, 2 несовершеннолетних дочерей. Предположительно, он вышел из дома в 4 утра и поехал на работу. Но потом якобы вернулся и выпал из общего балкона 12-го этажа. Тело мужа обнаружила жена на козырьке подъезда. Он был в деловом костюме. Вероятнее всего, Артем Бартенев выпал именно из этого балкона на 12-м этаже. Квартира у них находится здесь же. Стоит отметить, что здесь достаточно высоко. Просто так сюда забраться невозможно. Но здесь стоит рядом стул, и на нем даже видны следы от обуви. Артем Бартенев работал федеральным судьей Кировского районного суда Казани. В судебной системе проработал меньше года. Он рассматривал гражданские и административные дела. На сегодняшнее утро у него был назначен процесс. В последнее время он жаловался на большой объем работы. Мне вот говорил, я в субботу допоздна, я могу выйти в воскресенье, беру работу домой. Потому что, чтобы успеть все сделать. Артем Бартенев проработал больше 10 лет в аппарате уполномоченного по правам человека. Возглавлял отдел по вопросам восстановления прав граждан. Сария Сабурская называет его очень ответственным сотрудником и профессионалом в любом деле. Рассказывает, созванивались часто, и он всегда был на работе. В последнее время хотел найти помощника. Последний звонок просил, есть ли возможность, помощник нужен, более квалифицированный и такой же, может быть, работоспособный, как сам. Он работал буквально со всей отдачей, со всей силой, со всей энергией, потому что он понимал, какая ответственность на нем возложена. И поэтому, безусловно, вот мы созванивались, всегда говорил, я на работе. Он не мог поверхностно работать. Причина гибели пока неизвестна. Следком ведет доследственную проверку. Разбираются в обстоятельствах. Вероника Гайнутдинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Следующая новость не обрадует автомобилистов, да и казанцев в целом. В столице частично перекроют 2 крупные дорожные артерии. Уже в ночь на понедельник на мосту «Миллениум» ограничат движение со стороны проспекта Фатыха Амирхана до Вишневского. Сооружение требует капитального ремонта. Об этом говорили сами горожане, жалуясь на состояние проезжей части. В исполкоме заявляют, за 16 лет с момента окончательного ввода в эксплуатацию мост ни разу капитально не ремонтировался. Встанет ли город и как долго продлится дорожный коллапс? Этими вопросами задался Иван Сарафанов. В Казани в ближайшие 2 дня будут перекрыты 2
крупные артерии. Одна из них – мост «Миллениум». С понедельника здесь автомобилисты смогут проехать лишь по одной ветке перехода. Движение от Фатыха Амирхана до Вишневского будет перекрыто. На время реконструкции на открытой части «Миллениума» нанесут новую разметку и уберут автобусную полосу. Это первый основательный ремонт моста «Миллениум» за 16 лет. Строители восстановят гидроизоляцию, отремонтируют опоры и пролеты сооружения. Полностью заменят дорожное покрытие. Мост был открыт в год тысячелетия Казани. Окончательно введен в эксплуатацию в 2007-м. Его протяженность 1,5 километра. Ежедневный трафик 50 тысяч машин. Ожидать ли водителям транспортный коллапс и когда ремонт завершится? На самый главный вопрос ответ прозвучал неопределенный. Сроки проведения работ будут определены после обследования данного участка и подсчета объема производства работ. Еще одно испытание для водителей. В субботу на Врау-Булаче начнется реконструкция магистрального теплопровода. К нему подключены 62 многоквартирных дома, школы, детские сады и более 700 офисных зданий. Работы планируют завершить до конца лета. На этот период в этом районе не будет еще и горячей воды. Трубопровод диаметром 700 миллиметров, построенный в 1976 году. Он выработал уже свой срок эксплуатации. На нем за последние годы произошло 18 повреждений, и пришло время его менять. Для этого перекроют движение по одной из полос от здания театра на Булаке до улицы Кавина Джими. Оперативно, совместно с ГИБДД, мы будем принимать решения как по изменению режима работы светофоров, вплоть до и жестких таких решений, как отмены левых поворотов и вообще движения по части улиц. Администрация города просит автолюбителей заранее планировать свой маршрут и приготовиться к более плотному потоку машин на участках с ограничением движения. Сейчас водителям предстоит пережить жаркое лето на дорогах. Таким же оно будет и в следующем году, когда закроют на ремонт вторую часть моста «Миллениум». Иван Сарафанов, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Площадку для мусора расширили, и теперь она стала похожа на огромную свалку. Казанцы недовольны реконструкцией своего двора. В нашу редакцию обратились жители 133-го дома по улице Фучика. Работы по благоустройству здесь начались месяц назад. На встречах с архитекторами жители просили перенести площадку для мусора подальше, чтобы она не стояла в центре двора. В итоге ее не только не перенесли, но и расширили. В ситуации разбиралась Алена Струминская. По плану одно, в реале совершенно другое. Огромная мусорка. По плану стандартная площадка для ТКО, в реальности огромная мусорка посередине двора 133-го дома по улице Фучика. До реконструкции она была 7 метров в длину, после 12. Общая площадь 48 квадратных метров. Причем жители такому увеличению не рады. О нем они не просили. Мы делали запрос, писали заявление в администрацию, в управляющую компанию, на что они нам ответили, что увеличена она была по желанию жильцов. Просили предоставить протоколы, подписи, ничего, никаких документов нам управляющая компания не предоставляет. Двор 133-го дома на Фучика ремонтировали по республиканской программе «Наш двор» в мае. На встречах с архитекторами жители просили перенести площадку для мусора подальше, чтобы она не стояла в центре. К окончанию ремонта выяснилось, мусорку не перенесут. Более того, она станет больше. Раньше мусорная площадка была до этого поребрика, рассчитанная как раз-таки на 5 контейнеров. Около 2 недель назад ее увеличили практически в 2 раза. Места стало больше и мусора, соответственно, тоже. Вот так мусорка выглядел за пару часов до наших съемок. Недобросовестные жители уже начали выносить сюда и старую мебель, и доски, и здесь же кормить голубей. Лишние метры позволяют использовать их по назначению. Чем больше места, тем больше мусора. Образуются кучи, вывозят редко, и появляются крысы. Мы обратились к кураторам программы «Наш двор», чтобы узнать, почему площадку расширили, если жители об этом не просили. Решение сделать зону для сбора крупногабаритного мусора было принято управляющей организацией этого двора, поэтому бетонированное основание расширили до 12 метров по запросу управляющей организации. Ни одного документа никто не предоставил, занимаются отписками. На встречу с недовольными жителями пришла мастер участка от УК. Она пояснила, эта площадка относится не только к 133-му дому, но и к соседнему 135-му. Чтобы места хватило всем, решили ее расширить. По словам мастера, это обговаривало с жителями обоих домов. Люди подтверждают, собрание было и не одно, но с расширением площадки тогда никто не согласился. 3 собрания было, все обговорено. Предоставьте протокол нам с нашими подписями. Вот 3 собрания. Вы
Ходили. Где были? Да, даже о песке не говорили. Были, но никто не согласовал. Фучик 135, а они вместе с 133. И еще в связи с тем, что проблема большая с выбросом КГМ, крупногабаритных отходов, это диваны, шкафы. И на старой контейнерной площадке все это выходило за пределы ее. Как выяснилось, решение о расширении поддержали и в администрации района. Те 6 контейнеров, которые стояли изначально, они не справляются с тем объемом, который на них приходится. Там есть близлежащие дома, организации, которые выбрасывают туда мусор. Это разгрузит весь двор от вот этого наплыва мусора. И в этот раз жильцы ИУК так и не пришли к единому мнению. Почему раньше не сделали тогда, если такая проблема была? Раньше не увеличили. 30 лет была такая. В управляющей компании заявили, сокращать площадку до прежних размеров не будут. В ближайшее время установят навес и поставят специальный контейнер для крупногабаритного мусора. А жители написали письмо в правительство республики. Алена Струминская, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань. В чем состоит обратная сторона ЕГЭ, вернется ли обязательная система распределения и хорошие ли врачи выходят с платных отделений медицинских вузов, читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в Казани стартовал первый международный форум министров образования. Он собрал представителей сферы просвещения более чем из 30 стран. О статусе события говорит и количество федеральных гостей. На открытие приехали помощник президента России Андрей Фурсенко, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минобра Валерий Фальков. Участие приняли также Рустам Минниханов и Ментимир Шаймиев. Обсуждали роль образования в развитии экономики, его доступность и работу с молодежью. Рамиль Галиуллин с места события. Робототехника, умный дом. Специалисты из Санкт-Петербурга создают роботы для образовательных учреждений. Программа направлена на развитие интереса у школьника к инженерному делу и признана выстроить преемственность между начальным и вузовским образованием. Часть технологий хотя бы надо показать именно в школах. Это так же, как было с освоением компьютера. Федеральный институт коррекционной педагогики презентует интерактивный конструктор для помощи особенным детям. Пользоваться им могут как специалисты, так и родители. Сюда заложены тысячи книг, трудов известных российских дефектологов, которые теперь доступны всем. На выставке «Весь свет российской науки» Татарстан представляют Иннополис, КФУ. Особый интерес у гостей вызвал стенд полилингвального комплекса «Адамнар». Здесь уникальные продукты представлены. Видите, сейчас только узбекские гости заинтересовались. Это философия согласия, это родительский университет, это художественная культура, это вторые иностранные языки восточные, арабские, турецкие, испанские, китайские. Обучение языкам, работа с молодежью и детьми с ОВЗ, инженерные направления. Больше 30 учебных заведений России презентуют всему миру свои передовые методические пособия. Ищем для своей страны методики, как сделать математику более увлекательной. Считаем форум отличной площадкой для улучшения системы образования. Заинтересовала работа со студентами и детьми. Видно, что в процесс образования вовлечены целыми семьями. Этому нам стоит поучиться у вас. Обменяться опытом в развитии системы образования и доступности обучения приехали делегаты более чем из 30 стран. Всех гостей онлайн приветствовал Владимир Путин. Рады видеть в гостеприимной Казани руководителей министерств дошкольного, общего и высшего образования из многих государств планеты, а также педагогов и представителей авторитетных научных организаций. Вам предстоит обсудить широкий круг профессиональных вопросов, связанных с развитием сферы образования, обменяться опытом и передовыми технологиями, практиками в этой области. Татарстан выбран местом проведения форума не случайно. Сегодня республика – крупный научно-образовательный центр страны, подчеркивают участники. По словам Рустама Минниханова, в Татарстане 127 организаций научного комплекса, 45 высших учебных заведений, в которых учатся больше 140 тысяч студентов, 21 тысяча иностранцы. Кроме этого бюджета есть программы строительства школ, детских садов, ремонт образовательных организаций, оснащение их оборудованием и реализации отраслевых программ. Расходы на образование – это не просто социальные обязательства государства, это инвестиции в будущее с высокой отдачей. Особое внимание – подготовке кадров. В Татарстане реализуется собственная мера грантовой поддержки «Алгарэш». Она действует с 2006 года и направлена на переподготовку и стажировку молодых специалистов.
все перечисленные проекты невозможны без кадров. Не буду перечислять все инициативы, а оговорюсь, что, на наш взгляд, действенным механизмом является создание педагогических классов. И в республике их 180. У Татарстана есть чему поучиться. Об этом говорят федеральные гости. И я еще раз хочу поблагодарить Ментимира Шариповича и руководство Татарстана, потому что эта республика в составе России – это как раз пример того, как, объединяя разные подходы, разные знания, разные взгляды, мы создаем единое, мощное государство, мощную экономику и мощное сообщество. У нас огромная страна, прекрасные возможности. И, конечно, вот этот опыт, в том числе Республики Татарстан, очень интересен другим странам. Республика динамично развивается, развиваются новые технологии, мы это ощущаем. По словам министра образования, в этом году дружественные России страны расширили масштаб научно-образовательного взаимодействия. Работает международная программа по обмену студентами. В России сегодня обучаются больше 350 тысяч иностранных ребят. Каждый 10-й бесплатно. По всему миру действуют российские центры образования. Речь идет прежде всего о межправительственных соглашениях, которые позволяют взаимно признавать образование, полученное в той или иной стране. Сегодня больше 70 такого рода межправсоглашений. Серьезный интерес к нашим университетам и к нашему высшему образованию. Сегодня у России больше 230 двухсторонних соглашений о сотрудничестве в области науки и высшего образования. К подписанию готовы Венесуэла, Перу, Китай и ряд других стран. Насыщенная деловая и культурная программа ждет гостей форума и завтра. В пятницу делегаты посетят в Казани объекты наследия ЮНЕСКО, а также ряд образовательных учреждений. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Сегодня депутаты Госсовета собрались на очередную сессию. Приняли законопроект о Конституционном совете республики. Изучали, почему через 5 лет молодежи в Татарстане станет меньше на 100 тысяч человек. Разбирались, почему средства ОМС использовали не по назначению. Утвердили нового главного редактора газеты «Республика Татарстан». Репортаж Рамиль Шайдуллина. Прошу рассаживаться. Приступаем к работе. Одна из тем, вызвавших наибольшее количество вопросов от депутатов, касалась отчета за год Татарстанского фонда обязательного медицинского страхования. По словам директора Алсу Мифтаховой, в реестр медучреждений, которые работают в сфере ОМС, включены 270 организаций. На протяжении года фонд выявлял случаи нецелевого использования средств. Основные нарушения были связаны с осуществлением расходов, либо не входящих в структуру тарифа, либо не подлежащих финансированию за счет средств обязательного медицинского страхования. В итоге на незаявленные цели медицинские организации потратили 22 миллиона рублей. Из них почти 6 миллионов без подтверждающих документов, фактически без контроля. На реплику о том, что задача фонда только выявлять нарушения, Фарид Мухаммедшин ответил, это их сфера ответственности. Это же приличная сумма. Вы, пожалуйста, контрольные функции с себя не снимайте. Мы не снимаем. И не ждите, когда прокурор придет и вас снимет. А затем перешли к отчету министра финансов. Бюджет за прошлый год был исполнен с дефицитом в более чем 10 миллиардов рублей. В республиканскую казну поступило почти 370 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов. По объему собственных доходов среди субъектов Российской Федерации республика заняла 4-е место. К счастью, что ли, к нашей общей радости, с положительными результатами этот трудный год, по которому идет отчет финансовый. И здесь надо поблагодарить тех руководителей предприятий, организаций, учреждений, той базы, где зарождаются налоги. Один из главных вопросов повестки – судьба молодежи Татарстана. К сожалению, пока, замечают участники сессии, статистика неутешительная. На фоне снижения рождаемости и большого количества разводов в ближайшие 5 лет молодых людей в Татарстане станет на 100 тысяч меньше. Об этом в своем докладе, ссылаясь на прогнозы Центра демографии, рассказал глава Минмола. По словам Рената Садыкова, если сегодня в республике молодежь занимает четверть самой активной части населения, то к 2028 году ее останется чуть больше 1,5 миллиона. Одна из причин – падения рождаемости и большое количество разводов. Да, после 2028 года прогнозируется рост количества населения, но приоритеты работы нашего министерства сегодня должны быть ориентированы на укрепление нормальной семьи, формирование традиционных ценностей,
среди молодого поколения. Уже сегодня, по мнению министра, нужно менять философию молодых людей, ориентировать их на большую ответственность и пользу обществу. Для этого, например, в этом году в Татарстане обновят и построят 43 молодежных объекта. Разработан проект новой программы по развитию Института молодой семьи. Один из ближайших годов предлагается объявить годом молодежи. Вопрос такой, который не оставляет равнодушным никого. Воспитание молодежи в любом обществе, в любом государстве – это фундаментальные ценности, это вопросы перспективы. На это же направлена и инициатива, озвученная Владимиром Чагиным – оградить сегодняшних детей от никотина. В целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних от никотиносодержащей продукции и последствий ее потребления статью 4 Закона Республики предлагается дополнить положением о защите ребенка от рекламы устройств для потребления никотиносодержащей продукции. Следующий вопрос повестки – законопроект о Конституционном совете республики. Его создают после упразднения Конституционного суда. Сюда смогут обратиться граждане и организации, считающие, что нарушены их конституционные права. Конституционный совет выносит свои заключения о соответствии действующей Конституции нашей республики, те или иные нормативные акты и принятые решения, а также и законы Республики Татарстан. Новый госорган будет состоять из 3 человек. Одного кандидата назначит раис Татарстана, 2 других – председатель Госсовета. Законопроект приняли. Для того, чтобы конституционность и возможности населения обращаться конституционный вот этот совет мы сохранили в республике, чтобы не ездить в Петербург, Конституционный суд Российской Федерации. Здесь же народные избранники сегодня переопределили границы Болгара. По старому генплану на его территории находились части Приволжского сельского поселения, но сейчас назрела необходимость устранить эти пересечения. В завершении под аплодисменты освободили от должности главного редактора газеты «Республика Татарстан» Александра Латышева. Его место займет Алексей Угаров. Рамиль Шайдульный, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня в Казани проходит всероссийская конференция «Имена солдатских медальонов». Она собрала поисковые отряды из 50 регионов России. Они обменяются опытом, обсудят новые методы восстановления информации о солдатах, погибших во время Великой Отечественной войны. Открыли конференцию в Парке Победы. Здесь торжественно передали родственникам смертные медальоны 2 татарстанских солдат. В первые дни войны был мобилизован и отправлен на фронт. Со слезами на глазах Амина Зиганшина получает из рук поисковиков смертный медальон и личные вещи своего деда Зарифуллы Бикмуллина. В 41-м он ушел на фронт из Камского устья. После этого связь с ним оборвалась. Спустя 80 лет родственники узнали, где погиб их герой. В прошлом году поисковики нашли останки солдата в Тверской области. Наконец-то все прояснилось. До этого практически ничего о нем не знали. Сейчас в руках его медальон. С гордостью передадим его следующему поколению. Поисковики восстановили память и красноармейца из Мензелинска Александра Меньшова. Его останки нашли в Псковской области. В капсуле сохранились бумаги с информацией об имени, месте и дате рождения бойца. Сначала этот медальон развернули, его постарались прочитать с помощью сканеров и всевозможных технических средств. И в дальнейшем, когда установили как раз-таки полное имя, сверили в базах обязательно, в архивных данных. Личные вещи бойца передали его внучке Татьяне Елисеевой. Говорит, она отдаст медальон в военный музей Мензелинска. Ребята делают очень благое дело. Я им, конечно, премного благодарна. Низкий поклон им. Это огромное событие, потому что мы... Вот, вы знаете, пока бабушка была жива, она не теряла надежды, то, что он где-то жив. Вот. Пытались через «Жди меня», подавали запрос, вот. Но нам ответ пришел, то, что он нигде не значится. Эта церемония прошла в Парке Победы в рамках Всероссийской конференции «Имена солдатских медальонов». Она проводится раз в 5 лет и собирает руководителей поисковых отрядов со всей страны. В этом году в Казань приехали 170 участников из 50 регионов страны, а Татарстана – 64 отряда. Поисковики – те люди, которые просто, во-первых, не дают забыть. Это раз. А во-вторых, они восстанавливают именно и память, и сведения о тех людях, которые отдали жизнь за нас с вами. 20 лет идем нога в ногу. Министерство обороны Российской Федерации и общественные организации. И делаем одно большое дело. И есть результаты. За это время нам удалось установить
2 миллиона имен пропавших без вести воинов, которые теперь похоронены с воинскими почестями и имеют свое место захоронения. В рамках конференции представили 11-й том книги, куда вошли имена солдат, чьи останки нашли поисковики на полях сражений. В этой книге собраны имена более 2000 солдат. Родственников половины из них уже нашли. Здесь также хранится информация о 47 без вести пропавших татарстанцах. Интересно еще то, что авторы добавили и стихотворения в этот том. Они написаны поисковиками. Их похоронили как смогли и почести отдали как сумели. Холодные осенние дожди, зимние колючие метели. Мы увидели, что вообще по стране за все эти годы, за все поколения поисковиков набрано столько много информации, и нам захотелось это показать всем, чтобы можно было представить. Вот он, результат нашего труда. И мы решили издать это в виде печатной книги. Конференция «Имена солдатских медальонов» продлится до 11 июня. Участники обменяются опытом и обсудят новые методы идентификации воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сирина Сахапова, Вадим Илларионов, Андрей Ключников, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Далее прогноз погоды с Адалиной Зарифовой. А я с вами прощаюсь. До встречи. Этим летом смотри, чувствуй, радуйся. Все будет хорошо. Он мне нравится. Такой экономичный. Перед ним невозможно устоять. Эту дверь хочется открыть. Стильный, энергоэффективный, знаменитый. Холодильник «Позис». Легенда российского холода. С 5 по 11 июня в Казани пройдет Международный театральный фестиваль «Наурус». В программе спектакли из Турции, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, хедлайнеры, столичные театры, школа драматического искусства и etc. Билеты в кассах театров для зрителей старше 6 лет. Продсклад «Победа». Блинчики с мясом по-домашнему 149,90 за килограмм. Колбаса докторская от Совнарком 245 рублей. Все нужное по низким ценам. А чем вам нравится стиральная паста «Альба Актив»? Белье такое белое, даже без кипячения. Отлично справляется со сложными пятнами. Отстирывает даже в холодной воде. «Альба Актив». Стирает чисто, эффективно, безопасно. Нагада ползучего. Нагада летучего. На всякого гада. Кра. То, что надо. Один пшик. Насекомым кранты в один миг. Кра. Насекомым кранты. Как уничтожить колорадского жука? Карада с усиленным эффектом. Убивает и жуков, и личинок. Карада защищает картофель надолго. Для борьбы с вредителями Алатар быстро действует и долго защищает. Алатар. Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Летнее тепло не спешит в наши края. Здравствуйте! По всей республике наблюдается прохладная погода, особенно в ночные часы. Продолжим говорить о погоде через несколько секунд. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер летом дешевле. Назовите промокод «Лето» и получите скидку 20% на индивидуальный заказ. Звоните сейчас по телефону в Казани 2 167 166. А теперь о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево малооблачная погода сохраняется. По-прежнему осадки не ожидаются. Ночью до 8 тепла, днем около 20 градусов со знаком плюс. Ясная погода ожидается в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. В ночные часы 7, днем до плюс 21, без осадков, но ветрено. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше вероятность осадков также минимальная. Ночью до 8 градусов тепла, днем ожидается около 19 градусов выше 0. В Арске, Кукмаре и Балтаси без осадков, ночью температура понизится до 5 градусов тепла, а днем теплее, чем накануне, до плюс 21. В Болгаре, Дрожжаном и Буинске вероятность осадков небольшая. В ночное время будет прохладно, около 7 градусов тепла, днем же потеплеет до плюс 23.
Умеренно тепло и без осадков в Альметьевске, Чистополе и Мамадыше. Ожидается ночью около 8 градусов тепла, днем до плюс 22. В субботу под влиянием атмосферного фронта местами пройдут дожди. Потепления пока что ждать не стоит. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии, продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Нужно выбрать подарок? С FlowWow это легко. Например, этот торт. Или этот на 1 000 000 подписчиков. Для бати. На день рождения и на просто так. Даже для тех, кто очень далеко. На FlowWow есть подарок для каждого. Скачивайте и поздравляйте. Если ваше сердце такое же жаркое, как Эш-Пешмак и Перемеш, то дарите свою любовь вместе с FlowWow, маркетплейсом необычных подарков с доставкой по всей России. Горячие пироги, пышные сочные букеты роз, клубника в шоколаде и другие сюрпризы уже ждут вас в приложении. В Казани малооблачная погода без осадков. Ночью около 9 градусов тепла, днем потеплеет до плюс 23. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха около 50%. Магнитное поле Земли спокойное. Как поется в известной песне, у природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. И это правда, на улице июнь, а это ли несчастье? Ждем по-летнему теплую погоду и не расстраиваемся. В студии была Аделина Зарифова. До встречи!